Здравствуйте! В эфире телеканала АТВ передача «Дискуссия». И мы продолжим обсуждать тему «Региональные СМИ. Вызовы и возможности развития». Представлю гостей в студии АТВ. Иван Терзи, заместитель председателя наблюдательного совета общественного канала ГРТ. Здравствуйте. Здравствуйте. И Василий Нейковчин, редактор газеты «Новая Гагаузия». Добро пожаловать. Добрый день. В Гагаузии достаточно много средств массовой информации, есть и телевидение, радио, газеты, сайты, которые предоставляют людям информацию. Вот скажите, какое воздействие оказывает СМИ на аудиторию и как вы оцениваете работу региональных СМИ? Василий Александрович. Ну, в принципе, то, что у нас действительно появилось в последнее время достаточно много СМИ, как и визуальных СМИ, так и печатных СМИ, это показатель некоего роста зрелости нашего гагаузского общества. Потому что, если вспомнить, 90-е годы, например, тогда была одна единственная газета, которой я руководил, и было всего лишь одно радио. Потом появилось комрадское телевидение, как прототип нынешней общественной компании «Телерадио Гагаузии». Сегодня мы имеем порядка 15 сайтов, пишущих о Гагаузии. Мы сегодня имеем 4 телевизионных канала, мы сегодня имеем 3 радиоканала, которые вещают на гагаузскую аудиторию. Это и хорошо, потому что хотим или не хотим, СМИ – это четвертая власть, которая создает общественный фон в гагаузском обществе, но с другой стороны и плохо. Хорошо, потому что Гагаузия не проглатывает, жители Гагаузии не проглатывают все, что ей преподносит одна страна, потому что, опять же, вернусь в 90-е годы. Есть возможность выбора, да? Да, что знали о Гагаузии? То, что напечатают молдавские СМИ. А что печатали молдавские СМИ? Гагаузы сепаратисты, гагаузы такие, гагаузы сякие. Мы не могли им ответить никоим образом, потому что у нас не было собственных СМИ. Сегодня в Гагаузии достаточно своих средств массовой информации, в которые не только можно вступить в полемику, например, с теми же республиканскими СМИ, но и донести точку происходящим событий. С другой стороны, почему отрицательно? Я, наверное, затрону эту тему, потому что именно СМИ сыграли свою роковую роль в разделении нашего гагаузского общества на несколько неравных частей. И это происходило именно в период выборных кампаний, причем эта пропасть продолжает увеличиваться. И в этом играет свою роль как раз СМИ. Потому что наш гагаузский избиратель, да, равно как и молдавский или любой другой, он доверчивый избиратель. Если оно написано в газете, или он услышал... Сегодня наши люди доверяют СМИ. Совершенно верно. И СМИ не доверяют намного больше, чем верят, например, церкви, власти, государству как таковому. Они верят тому, что услышали, тому, что прочитали и тому, что увидели. И сегодня, когда такая ситуация, СМИ должны быть очень осторожными в оценке той или иной ситуации, потому что нельзя забывать об одной главной вещи. Вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. В пылу вот этой драки, потому что все СМИ, как правило, у нас нет свободных СМИ. Практически нет. Но мы об этом чуть позже тоже поговорим. Вот, и выполняя свою задачу по обслуживанию той или иной партии, той или иной организации, той или иной, будем говорить, конкретной личности, которая сегодня ангажировала эти СМИ, мы будем лишь усугублять раскол в гагаузском обществе. Иван Александрович, ваше мнение? Я соглашусь с мнением Василия Савича, потому как он действительно хорошо знает данную проблему. И сам журналист. Конечно. Сам варится в этом. Что действительно для того, чтобы люди получали как можно больше информации правдивой, а не, скажем так, лживой информации. И могли проанализировать, да? Все-таки имея много СМИ, есть возможность сделать анализ. Для этого необходимо, чтобы средств массовой информации стало как можно больше.
Почему? Потому что чем больше будет средств массовой информации, это как в любом бизнесе, чем больше предложений, тем больше конкуренция, а чем больше конкуренция, тем больше и качество предлагаемого продукта. Мы с вами прекрасно помним советские времена. Да, нет, кроме СМИ была еще такая вещь, как в качестве примера приведу о том, что человек стоял 3, 4 или 5 лет в очередь для того, чтобы получить машину, и получал ее, порой без аккумулятора, без еще каких-то запчастей, и брал хоть такую, потому что в противном случае еще год будет стоять в очереди. И плюс ко всему, те машины далеко не соответствовали требованиям тех дней. А как только стали предложить возможность приобретения тех же машин и иностранного производства, и из любой страны мира, было бы желание и деньги, то появились более качественные машины. Такая ситуация и с информацией. Информация — это тоже товар, тоже продукт. И чем больше будет предложений, чем больше будет компаний, которые предлагают этот продукт, тем они будут его качественно предлагать, и тем оно будет более доступно, более правдоподобно. А вот скажите, как вы считаете, нужны ли частные СМИ в регионах? Или достаточно иметь вот один общественный канал на всю Гагаузию? Да, скажем, я считаю, что ни в коем случае такого допускать нельзя. Необходимо, чтобы средств массовой информации было как можно больше. И как можно больше и частных, как можно больше и государственных, как можно больше, скажем, и всевозможных, потому что общественная организация открывает. То есть как можно больше и как можно все возможных. Что это дает нашим людям? Ну, как я и говорил, это конкуренция, а значит качество. Василий Савич. Я дополню Ивана Алексеевича, вот он привел очень хороший пример. Ну, давайте вспомним тоже советское время. Мы имели первый, второй республиканский, первый, второй общесоюзный канал и один республиканский. И по радио эфир «Маяк». Так вот, в советское время антисоветские анекдоты рассказывались в основном на кухне, либо на пьянках в подвалах. Потому что люди должны были высказать свой негатив по отношению к процессам, происходящим в обществе. То же самое сегодня происходит в нашем гагаузском обществе. Мы не будем выходить за пределы для этого сейчас есть соцсети, даже подвала не нужно. Гагаузского общества, для того, чтобы, как говорится, пусть о ней судит молдавский политэксперт. Что у нас произошло? Вот я говорил, количество СМИ, оно увеличилось, но мы не получили второй категории. Есть в философии такая категория, как количество и качество. Раньше у нас было, будем говорить, однопартийное, была 6-я статья, выражалось интересы только одной правящей партии. Сегодня у нас появилось множество СМИ. Мне очень нравится слово «качество», вот вы несколько раз говорили об этом. Вот. И вы, и но второе, а привело ли количество к необходимому качеству? Пока я скажу, что нет, к сожалению, нет. Вот в чем вы видите вот это качество? Что у нас должно было произойти в журналистике? Скажем, давайте вспомним, потому что процессы, происходящие в СМИ, в журналистике, и процессы, происходящие в гагаузском обществе, они неразрывно связаны. Для чего создавалась Гагаузия? Гагаузия создавалась, первое, для спасения гагаузского народа, для спасения его языка, для развития его культуры. И, казалось бы, СМИ, которые сегодня освещают процессы, происходящие в гагаузском обществе, должны были быть нацелены в первую очередь на обслуживание вот этих самых процессов, то есть дать качество новое. Они должны были пропагандировать гагаузский язык, гагаузскую культуру, гагаузскую историю. А что взамен? А вот скажите, не должно ли для этого развиваться гагаузская журналистика? Может, у нас развития нету в журналистике? Ну, к сожалению, я не хочу обижать сегодня тех журналистов или работающих на общественном гагаузском телевидении, поскольку я сам поневоле стал... Но не только общественным журналистом. Я сам поневоле стал журналистом, потому что так сложилась историческая ситуация, когда возникла Гагаузская республика, надо было кому-то писать. Все боялись, и мне предложил тогда Михаил Васильевич Кенигелян, председатель Верховного Совета, может, попробуйте
писать, потому что вы работали в идеологическом отделе райкома партии. Вот так я стал журналистом. Я 5 лет выпускал это сам. Вопрос в другом. Сегодня гагаузских журналистов, которые были бы хорошо знакомы с историей Гагаузии, с проблемами гагаузского общества, можно перечесть по пальцам. На общественном телевидении работает всего лишь несколько человек с действительно журналистским образованием. В других компаниях тоже работает несколько человек, которые имеют настоящее журналистское образование. Все остальное – это люди, которые пришли и работают сегодня, как они могут. И какой с них спрос, если они не знают, что такое, они не изучали журналистику, они не изучали азы журналистики, они не знают, как подать материал, они не знают, что такое сопоставить две точки. Да, они тем более не знают, что такое этика журналиста. Я не буду ходить далеко, возьму только сайты, которые обслуживают нынешнюю правящую власть. Ведь они на что работают? Первое, на очернение своих политических оппонентов, и второе, на восхваление тех, кому они платят. Скажите, какой позитив, да, какой позитив несет такая журналистика? А сегодня гагаузскому обществу, потому что Гагаузии через месяц будет 24 года, а это немалый срок, уже должна была вырасти, наверное, плеяда журналистов, которая работала бы на положительный имидж Гагаузии. К сожалению, этого пока не произошло. А вот скажите, насколько сегодня соблюдается плюрализм мнений в средствах массовой информации? Иван Алексеевич, давайте вы ответите. Знаете, а почему так, что вообще нет у нас плюрализма? Нет, он у нас есть. Ну, понимаете, мне в данном... Во всех СМИ, да? Да, плюрализма у нас достаточно, может быть, даже немножечко избыточно, потому что, знаете, все хорошо, когда в меру. Лекарство тоже, если даешь в меру, оно лечит. Если же его даешь больше, чем положено, то она наоборот калечит. Это оно превращается в яд. Но опять, мне кажется, это то же самое, что говорил Василий Исаевич, нет образования, да? Нету профессионализма в журналистике. Может, поэтому у нас происходит переизбыток, да? Знаете, профессионализм, конечно, это очень важная вещь. Но я хочу сказать самое главное. Значит, ведь все в этой жизни, знаете, общество, оно очень похоже на организм человека. Что самое главное в организме человека? Это голова. Это то, что управляет всем остальным. Мозг. Ну да. Ну, скажем так, мы можем убрать руку, можем убрать ногу, можем убрать обе руки и обе ноги, и организм будет работать. Можем убрать одну, скажем, часть печени, одно легкое, одну почку, и организм будет работать. Потому что Господь создал парными эти органы. Да. Но если мы уберем, извините, но если не парные, вот, допустим, удаляют селезенку, удаляют поджелудочную железу, организм продолжает работать. Попробуйте удалить мозг. Ну да. Без и мозга. все закончилось. А вот, допустим, если бы я был бы башканом, я бы, например, сказал, независимо от того, что за СМИ или как, каждая СМИ получает вот столько-то денег с бюджета. Для чего? Потому что, чтобы... Опередили мой вопрос. Очень хороший вопрос, и мне очень приятно, что вы затронули этот вопрос. Вот для того, чтобы Иван Алексеевич не опережал вопрос, да, я продолжу его мысль. Мы сейчас поговорим про государственную поддержку. Вы знаете, Елизавета, СМИ – это слепок общества. Вот в каком состоянии находится общество, примерно так же развивается и СМИ. Давайте мы вернемся к ситуации на общественном гагаузском телевидении. Вот Иван Алексеевич, заместитель председателя наблюдательного совета, что творилось у нас 8 лет до того и 4 года в нынешнее время. Это просто был кошмар. Это Иван Александрович знает. Нет, я вам, и он, и я служили в советской армии. Все происходило примерно по принципу армейского анекдота. Солдат приходит к прапорщику и спрашивает: товарищ прапорщик, а правда, что крокодилы летают? Ты что, дурной?
где же ты видел летающих крокодила? Вот товарищ майор сказал, что они летают. Летают, только низко, но летают. И создают радиопомехи. Да, вот примерно так же у нас происходило в гагаузских СМИ. Если Башкан сказала, что это так должно быть, значит оно так же и будет. И чем занималась наша СМИ? Вот до смены наблюдательного света. Башкан выпила чая, Башкан позавтракала, Башкан встретилась с председателем Народного собрания, Башкан встретилась с примаром, Башкан пошел туда, Башкан сюда. Подождите, но Гагаузия не состоит из одного Башкана, она состоит из 26 примарий, она состоит из 3 администраций, она состоит из 157 тысяч гагаузов, которые проживают в Гагаузии. Соответственно, эти СМИ общественно, они должны отражать ситуацию, которая происходит во всех населенных пунктах. Согласна. Вот, Абсолютно. вот почему у нас общество получилось кривым. Оно стоит на голове. Как сегодня вот задача, почему выступает господин Тукан, бывший член наблюдательного совета, и говорит, ГРТ у нас захвачено. А что было до сих пор? Когда на телевидении заведовала наблюдательным советом сестра председателя комиссии по СМИ. И, естественно, они доносили до общества ту правду, которую хотели слышать власть. Вот. Так вот, сегодня стоит задача о том, чтобы все поставить на нормальный рейс. Есть закон о телевидении и радиовещании. Есть принят республиканский закон. Мы сегодня должны найти роль и место общественного телевидения, местных СМИ, системе власти. Во-первых, общественное телевидение, оно должно быть равно удалено от всех. Мы понимаем, что гагаузское общество сегодня это нынешняя власть и те, кто ей противостоит. А сегодня у нынешней власти фактически оппозиции нет. Нынешняя власть это партия социалистов. На чем они строят свою деятельность? Они строят только на критике. Вот в Кишиневе засел антинародный режим. Это первое, что они говорят. Но второе, они не говорят о том, что этот самый антинародный режим дает нам сегодня 62% трансфертов. Это порядка 480 миллионов. Если сегодня отнять эти 480 миллионов из гагаузского бюджета, да мы рухнем. Но сегодня это выгодно говорить, потому что наш Башкан сегодня принадлежит правящей власти, не правящей, а оппозиционной партии социалистов, которая идет на выборы и которой надо получить какие-то свои проценты. Вы говорили о каком-то выходе средств массовой информации так в вот сегодня, сложной ситуации. Вот причем которых она до этого называли предателями. Вот сегодня ГРТ должно, общественное гагаузское телевидение должно быть равно удалено от всех политических сил. Вот. Оно должно сегодня стать на самом деле общественным телевидением. Каким образом? Вот, объясните, пожалуйста, вот что значит общественный канал и что значит вот, частный канал? Вы понимаете, в чем разница должна быть? Общественный канал, он содержится на деньги налогоплательщиков. Сегодня все жители Гагаузии, 157 тысяч жителей Гагаузии, платят в той или иной мере на содержание общественного гагаузского телевидения и, соответственно, гагаузского радио. В таком случае, какие программы должны люди видеть на общественном канале, скажем тогда? Какие программы? Нет, на общественном канале люди должны увидеть не только, как живет исполком, они должны увидеть себя. Села. Людей. Культуру. Людей. Быт. Ведь сегодня никто не показывает о том, что у нас через дом заколочены дома, что у нас сегодня мы находим там какого-то одного ребенка в каком-то селе и бежим всем исполкомом туда, этому ребеночку сертификат. Мы там нашли какое-то одно чудом уцелевшую бабку 80 лет, и этой бабушке то ли на погребение, только что, то ли на проживание дальнейшее даем какой-то сертификат. Не этим должно заниматься. Оно, общественное телевидение, оно должно иметь четкую концепцию по развитию гагаузского общества. Иван Алексеевич, вы член наблюдательного совета. Да, конечно. Есть эта концепция?
Защищайте общественный канал. Я вам скажу Василий Савич следующее. нападает. Не нападает. Он не нападает, он говорит, как оно есть. Как должно быть. Э, Все правильно. Скажу вам следующее. Когда мы пришли на ГРТ, там вот все, что говорит Василий Савич, это все отсутствовало. Мгм. Там действительно это было как бесплатное приложение к нашему башкам. ГРТ везде и всюду рассказывала, как она пьет чай, как она там целый день она проводит, с кем встречается и все такое прочее. А посмотрите, за этот период хотя бы одну проблему подняли о том, что низкие заработные платы, и люди вынуждены выезжать, о том, что рушатся семьи. Что Из-за селку этого- роняет, Да, что течет по всему. конечно. О том, что люди, которые, допустим, инвалиды детства, некоторые получали пособие 52 лея. Вы можете себе представить, как можно выжить на 52 лея? А? Сейчас они подняли в прошлом году, и человек, который раньше получал 52 лея, сейчас получает целых 307 лей. Но это не заслуга исполком. Ну, я не знаю, чем. Это республиканское Знаете, правительство. вот. Там у входа в ГРТ стоял охранник, который четко там пускать, не черным пускать. списком. Да. Стоял этот самый, значит, вот по карточке все заходили и выходили. Был черный список, кого допускать, кого не допускать. Сегодня с Этого нашим нет. приходом этого нет. Любой человек, который может, хочет и может донести какую-то информацию, которая, значит, очень востребована в нашем обществе и очень интересна, он имеет право доступа как к телевидению, так и радио. И любой. И более того, мы недавно провели, где-то недели 2-3 назад, значит, просмотрели, сколько раз были допущены к телевидению и радио Депутаты. представители исполнительной власти, и сколько были представители, депутаты и другие общественные представители общественных организаций, политические лидеры и прочее. И вы знаете, представители исполкома в 1,5, в некоторых случаях 2 раза чаще выступали, чем все остальные. Я пошел в этот наблюдательный совет не потому, что у меня какие-то очень сильные знания и умения в области журналистики. Я туда пошел просто потому, что у меня, как и у многих жителей, уже была изжога от того, как наш башкан режет очередную ленточку или подписывается на очередном ребенке. То есть хотели видеть лучше контента, я так понимаю. Я хотел видеть то, что есть на самом деле. Да. И вы знаете, это очень тяжело. Люди, которые привыкшие показывать только лишь сплошные достижения и праздники, их очень тяжело было заставить, чтобы они пошли и показывали истинную ситуацию у нас в Гагаузии. Хорошо, в общественном канале понятно, да? Вот что вы видите на частных каналах в таком случае? А на частных каналах я бы сказал следующее, что частные каналы, конечно, это каналы, которые должны зарабатывать себе деньги, это раз. Но помимо всего прочего, я бы, скажем так, каждому частному каналу давал бы дополнительно денег с бюджета для того, чтобы они развивались, чтобы они жили, чтобы работали хорошо. И за эти деньги, конечно, я бы у них спрашивал. Но спрашивал, чтобы они показывали только правду. И не обязательно меня хвалили. Пусть даже меня критикуют. Потому что только тот, который меня критикует, ну, чтобы это была здоровая критика, а не критиканство, только тот и имеет право на то, чтобы дальше жить. А не тот, который только хвалит. Василий Савич, ваше мнение, знаете, вот частные- должно ли государство поддерживать и частные каналы? Потому что как и частные каналы, так и общественный канал, перед законом они едины, да? Они- Все должны информировать Да. людей. Но У них цель одна. частные каналы, они, как правило, возникают по принципу, кто платит, тот и заказывает. Ну да. Вот. Не совсем это правильно, кто платит, это кто раз. заказывает. Ну, я, может быть, несколько По утрирую. закону Несколько не должно утрирую. быть.
Второе. Частные каналы, они собой заполняют те ниши, которые не может заполнить общественное телевидение. При всем при том, что там работает более 6 десятков человек, сотрудников. А в частные каналы не более 10. Частные каналы, они, как правило, немногочисленны, но иной раз частные каналы восполняют тот пробел информационный, который допускает общественное телевидение. Конечно, я не соглашусь лишь с одним вариантом, который вот предлагают некоторые радикальные частники из разряда СМИ, распилить общественный бюджет общественного телевидения. Этого нельзя делать ни в коем случае. Речь не идет вот. о деньгах общественного канала. Я вам сейчас другое предложение. Но поддерживать частника опосредственным образом государство сегодня напрямую не может. Следовательно, оно должно изыскать форму сотрудничества с частными каналами. Это так называемый информационно-социальный заказ. Вот, смотрите, мы продвигаем идею создать в Гагаузии фонд для СМИ. Да. Но это не означает, что но не под господином общественный... Пираном, Центр независимой журналистики. Нет, конечно, это я не говорю, чтобы под Центр независимой журналистики. Просто создать в Гагаузии фонд, из средств которых можно там финансировать различные социальные проекты. Вот то, о чем говорил Иван Алексеевич. Я соглашусь с вами по одной простой причине. Вот я выпускал газету «Хагеляр», я был редактором газеты «Коммунист Буджака». Я выпускал уже 8 лет редактор газеты «Новая Гагаузия», не Гагаузия. Я веду сайт «Новая Гагаузия». Я хотел бы открыть собственный сайт, но я не могу это сделать по одной простой причине, потому что у меня нет денег. И если я у кого-то возьму, попрошу, то я автоматически попадаю в зависимость. Не всегда то, что я пишу, например, в сайтах, увязывается с моей личной внутренней позицией. И тогда возникает некий дуализм во мне самом. Я вот пишу одно, думаю о другом, говорю третье. Точно так же происходит сегодня практически на всех частных каналах, будь то радио, будь то телевидение, будь то сайты. Они сегодня вынуждены обслуживать тех, кто, в принципе, им платит. Это неправильно, потому что, во-первых, это убивает профессионализм в журналистике, прежде всего. Но они вынуждены, вы правильно говорите, потому что нужно развиваться частным каналом, но финансов нет. Человек пишущий. Вот поэтому и продвигается эта идея фонда. Вот человек пишущий, человек пера, это прежде всего творческая личность. Вы журналисты, я уже более 26 лет пишу. Я знаю, что такое написать одну статью, сделать одну передачу. И в то же время думать, а как заработать деньги? А как заработать денег для того, чтобы заплатить за дальнейшее продление сайта? Или как расплатиться с газетой? Это масса проблем, которые возникают. Вот мы вас не напечатаем, потому что вы нам должны за 3-4 месяца. И они об этом должны думать. Журналист должен быть прежде всего журналистом, а не завхозом, который ищет, или бухгалтером, который ищет деньги. Поэтому сегодня, если мы хотим в гагаузской автономии развивать журналистику, создать тот самый плюрализм, о котором мы говорим, ведь у нас сегодня что? Есть всего лишь один способ преподнесения материала. Выгораживание одной стороны и очернение своего политического антагониста. Это нельзя сказать, что это журналистика. А это уже не журналистика. Это больше политика. Это уже, знаете, есть в журналистике такая специальность очернителей душ. Они заняты тем, что могут уничтожить, это журналисты, которые работают только на уничтожении политических оппонентов. Они, понимая, знаете, я приведу один пример, библейский. Вначале было слово. Самое сильное оружие – это не танк, не пулемет, не ракета, это слово. Как в анекдоте. Ваша дочь гулящая, но у меня нет дочери. Вот теперь пойди объясни базар. То же самое, то, что написано однажды в СМИ, можно потом перековеркать,
переиначить, забывая о том, что мы при этом уничтожили кого-то, либо очернили кого-то. И для того, чтобы этот плюрализм соблюдался, я сегодня должен иметь, как и любой, все политики должны иметь, все граждане должны иметь право на реплику. Поэтому, когда проводится... Это предусмотрено законом. Оно предусмотрено, но оно не соблюдается, к сожалению. Что Вот для этого нужно сделать? А сегодня, во-первых, мы должны опять возвращать свои мысли, должны понять одну простую вещь. Гагаузия создавалась не для политиков. Гагаузия создавалась не для башканов, не для депутатов, не для партий. Гагаузия создавалась для гагаузов и тех, кто живет рядом с ним. Скорее всего, мне кажется, здесь нужно сказать, что политики должны заниматься политикой в Гагаузии, а журналисты журналистикой. И нам нужно думать, как развивать эту журналистику. И сегодня мы должны работать. Как вы думаете, вот Иван Алексеевич упомянул обещание Башкана в предприятиях, вот было 11, сейчас уже обещают 20, был 1 миллиард леев, сейчас 1 миллиард долларов инвестиций обещают. Почему они не пришли, эти инвестиции? На мой взгляд, одна из причин, потому что это было неизбыточное обещание, это были выборные слоганы. Второе, если взять, вот я житель Москвы, любого губернского центра России, любой страны, беру на скид несколько гагаузских сайтов. Что я вижу? Ирина Влах такая, Николай Дудогла такой, Михаил Формазал такой, этот такой. У нас кроме негатива, чернухи, разбора, ничего нет. И у этих смотрящих со стороны людей возникает логический вопрос. А где Гагаузия? А что это такое? А зачем им, собственно говоря, нужна была эта автономия? Чтобы учинять друг другу разбор, воевать друг с другом. Поэтому сегодня гагаузцы должны, вот особенно люди, работающие в журналистской сфере, они должны отбросить свои личные партийные симпатии и антипатии, понимая, что если сегодня мы на каком-то этапе не остановимся, если мы сегодня не подумаем о том, что дальше делать, то мы, прежде всего из-за журналистов и из-за тех, из тех политиков, которые владеют ими и хотят достичь каких-то своих корыстных политических целей, партий, политиков, можно уничтожить Гагаузию как таковую. Скажите, много СМИ сегодня поднимают вопросы о том, что Гагаузия через 24 года потеряла все свои полномочия. Ведь сегодня Гагаузия нет. Но есть СМИ, которые говорят. Какие? Мы, например. Ну, вы говорите. Еще 1-2 канала. А остальные что? Ну, у нас их и не так уж и много, телевидений. Нет, ну, я говорю, у нас больше зато сайты. 15 сайтов. Много не пишут о том, что Гагаузия сегодня осталась без полномочий. Вот скажите, вот тем патриотам, тем ветеранам, вот сегодня день такой, 12 ноября 1989 года, когда впервые была провозглашена Гагаузская автономная Советская Социалистическая Республика в составе обновленного СССР. Вот те патриоты, которые сегодня в силу здоровья не могут ходить, глядя на все это, думают, а зачем мы тогда воевали? А чего ради мы поднимались? Мы-то хотели другого, а что получить? И мы сегодня должны пересмотреть, мы должны забыть о том, особенно журналисты, должны забыть о том, что если мы не остановимся, мы потеряем саму Гагаузию. Потому что вот я сегодня прочитал на каком-то новостном портале поздравление одному из заместителей председателя исполкома, который за 3,5 года скопил себе на внедорожник Мерседес. За 500 тысяч. Да. Скажите, много у нас, вот Иван Алексеевич проводил пример, инвалид получает 350 леев. 307. 307, я извиняюсь. Сегодня с утра в нашем офисе было человек 20. Помогите, пожалуйста, купить 1 складометр дров. Холодно стало. Это в основном одинокие старики. Знаете, сколько их в Камраде? 1200 человек. Вот 500 тысяч выкинутые на внедорожник и 1 складометр дров, который стоит 700
Леев. Сколько можно было складометров купить? Об этом никто не думает. И не пишет об этом СМИ, в том числе и СМИ, которые обслуживают нынешнюю исполнительную власть. Сегодня нужно СМИ, прежде всего, я, конечно, не кричу, что нужно говорить о том, что вот этот гад такой-сякой зам председателя исполкома, не буду называть его фамилию, купил внедорожник. Но надо говорить о том, что у нас 40 тысяч пенсионеров. Василий У нас Александрович, несколько тысяч вот одиноких смотрите, пенсионеров. Речь как раз об этом, чтобы создать фонд в Гагаузии. Из этого фонда финансировать проекты, которые будут направлены на социальные темы. Прежде всего. Да, они будут целенаправлены, то есть, допустим, все СМИ могут участвовать, все будут предоставлять какие-то проекты, но финансироваться будут те, например, проект про бабушек, которые не могут себе там... Тут не о бабушках надо говорить, Елизавета. Я Ну, действительно, это социальный проект, у нас действительно много проблем на социальной теме. такой фонд должен и может быть создан. И я предлагаю всем журналистам, независимо от того, какой партийный билет они носят в правом или в левом нагрудном кармане, объединиться. И государство вполне может привлечь для финансирования этого фонда. Сегодня у нас много достаточно успешных предпринимателей, бизнесменов, людей, которые владеют солидным состоянием, для того, чтобы они безвозмездно, как купец Третьяков в свое время построил Третьяковскую галерею и подарил ее городу. Понимаете? Вот это жест, вот это шаг. Вот. Такой же фонд создать для того, чтобы мы наконец-то начали говорить о настоящей журналистике. О настоящей журналистике. И выращивать эти специалистов, потому что специалистов не хватает. Вы знаете, я посмотрел на средний возраст журналистов далеко за. Кому за 40, кому за 50. И у меня как-то стал вопрос, а ведь пройдет еще некоторое время. И просто некому будет писать в Гагаузии. И тогда у нас, знаете, кто будет доминировать в информационном пространстве? Очинители душ. Вот когда придет их время, плюс к тому, что у нас в большинстве своем в политике доминирует серость. Но у нас есть вот университет, но они тоже... Они выпускают журналистов, там сегодня 5 человек. Почему вот происходит такая ситуация? Почему нет интереса к журналистике? Вы знаете, я завершу, Иван Алексеевич, может быть, добавить. Знаете, в свое время произошел в общественном сознании некий перекос. Гагаузское общество, в данном случае исполнительная власть, должна четко поставить социальный заказ. Что произошло в свое время, когда открылся Камрадский университет? Все подались в юристы, в дипломаты, в международники, в экономисты, в бухгалтеры. И произошло некое пересыщение. Но никто не подумал о том, что у нас сегодня нет врачей. Да. У нас сегодня 62% это люди пенсионного возраста, которые работают в школах и в детских садах. Уйдут они, некому наших детей будут учить. У нас нет журналистов, потому что настоящие журналисты уходят, в мир иной на пенсию уезжают, неким будет заменить журналистов. То есть общество неправильно расставило акцент. Вот смотрите, еще одна проблема возникает, да? Допустим, мы могли бы на базе наших телекомпаний тоже обучать журналистов. Да, но опять же, на это нужны финансы. Это один из проектов могло бы быть. Конечно. И мы бы здесь их обучили намного лучше, чем вы знаете, сразу на месте проекта, Елизавета, практика. Мы сегодня должны, наверное, не равняться только на исполнительную власть и выходить прежде всего на исполнительную власть. Сегодня у нас есть депутатский корпус, и сегодня там есть большинство. И там есть много разумных людей, я знаю, в том числе и комиссию по СМИ, которые охотно поддерживают эту инициативу о создании фонда. Есть же у нас сегодня фонд предпринимательства. Есть. Есть фонд поддержки там чего-то. Есть много, существует много фонд НПО. Фонд поддержки СМИ. Да, существует много НПО. Но должен быть один центр, который должен заниматься прежде всего журналистикой и освещением тех процессов, которые
Но это должен быть социальный заказ. И пока социальный заказ власти, пока у нас две ветви власти противостоят друг другу, идея такого фонда, его обязательно попытается кто-то под себя подогнуть. Как сделать, чтобы этот фонд был независимым и работал только для развития журналистики, вот скажите, в Гагаузии? Потому что это для меня это очень больной вопрос, и мне хочется, чтобы мы развивались и давали людям хороший контент. Знаете, вот когда у меня возникает какая-либо проблема, на первый взгляд тяжело или вообще неразрешимая, конечно, мне хочется, кого-то в этом обвинить. Но я всегда вспоминаю то, что мне говорил мой покойный дед. Он мне говорил, если ты считаешь, что есть кто-то, кто виноват в этом во всем, сначала посмотри в зеркало и спроси того, кого ты там видишь, а не он ли виноват в этом во всем? Да? Конечно. Я полагаю, в том, скажем так, в той плачевной ситуации, в которой находятся журналисты, а они действительно находятся в плачевной ситуации, значит, виноваты сами журналисты. Во-первых, нет солидарности. Ну, конечно. Очень много, на мой взгляд, абсолютно случайных людей затесалось в среду журналистов. Я вот даже когда пришел на ГРТ в наблюдательный совет, собрал всех журналистов, всех работников и сказал: друзья мои, может быть, я и не прав, но у меня сложилось такое мнение, за эти годы, сколько я прожил, что видел, что слышал, и я считаю, что журналист, он должен быть похож на волка, который рыщет в степи, а ни в коем случае на какую-нибудь корову, которая щиплет травку. Привязанная к колышку. Да, какую, да, ей дадут травку, то и пощиплет. Куда погонят, туда и пойдет. Вы знаете, многие из них на меня обиделись. Они не поняли, что это аллегория, что это Эзопов язык. Журналисты кормят ноги, правильно? Да, ноги и зубы. Беззубый журналист – это не журналист. Он пускай идет куда-то в другое место. А вот эти вот вещи, и не зря же говорят относительно того, что СМИ – это четвертая власть. Так будьте властью. Зачем быть прислугой? Вас называют властью? Будьте властью. Сделайте так, чтобы вас уважали, чтобы вас даже боялись, чтобы к вашему мнению прислушивались, ваше мнение, чтобы ценили. А это все в ваших руках. Вы что, хотите, чтобы все было наготовенькое? Да такого не было ни у кого и никогда. За власть боролись, за власть дрались, убивали на конце-то концов. Я не призываю к тому, чтобы убивать, но бороться надо. А вы ж все хотите о том, что придет хороший дядька или тетка и даст нам денег, и мы заживем. А самому немножко что-то сделать. Смотрите, здесь не идет речь о том, чтобы пришел дядька и дал деньги. Мы сейчас говорим о тех телевидениях, которые работают в Гагаузии, и радио, которые информируют людей. Понимаете? И здесь речь не идет о том, чтобы кто-то пришел и дал. Здесь нужно развивать гагаузскую журналистику. Для того, чтобы развивать специалистов, нет финансовых средств. Нужно приглашать специалистов с Кишинева, потому что у нас некому обучать в Гагаузии журналистике. Друзья мои, деньги есть. Так денег вот, даже больше, чем надо. может быть, Здесь но вопрос... они не в журналистике. Но журналисты сами виноваты. То, что имеет общественный канал, это они зарплату имеют за работу. То есть речь, опять же, не об этом. Речь идет о том, чтобы создать в Гагаузии фонд для всех СМИ Гагаузии и оттуда просто финансировать социальные проекты. Это большая поддержка будет. Лизавета, я немножко отвлеку вас от ваших споров с Иваном Алексеевичем. Деньги есть, бюджет сегодня не маленький, 850 миллионов. На следующий год он составит 1 миллиард. Неужели властям Гагаузии интересно, Нет, чтобы мы информировали
Их же избиратели, ну. Нет. О чем? Я Поправьте. продолжу. Кому она нужна? Продолжу мысль о том, что СМИ – это отражение нашей нынешней ситуации. Наше общество. Каков поп, таков и приход. Конечно. Сегодня СМИ такие же, какая у нас власть. Если у нас сегодня власть ненормальная, она не служит интересам народа, она сегодня не живет интересами народа, она сегодня отсутствует в Гагаузии, я имею в виду первое лицо и всех остальных звонов, она сегодня живет где-то там, в Кишиневе. Как скажите, есть ли у этой власти интерес развивать СМИ? Сегодня единственное решение, которое может принять о создании фонда, это может Народное собрание Гагаузии. Так вот, Василий Александрович, мы для этого проводим вот эти передачи, Вот, чтобы выработать какие-то рекомендации, выйти на Народное собрание что этой инициативой. все, кто считает себя журналистом, все, кто пишет, все, кто издает какие-то, имеет свои сайты, издает какие-то газеты, должны подписаться под обращением в Народное собрание о создании фонда поддержки журналистики. Не будем называть его независимой, партийной, вообще журналистики. Для развития. Для развития журналистики. и сделать хорошее обоснование. Я думаю, что из 1 миллиарда лей выделить какую-то малую толику, я считаю, что это может быть и 1%, для того, что я приведу пример, опять же, Гагаузской республики. Для того, чтобы существовало Камрадское телевидение, Камрадское радио и Вести Гагаузии, каждое предприятие отчисляло на содержание вот этих СМИ, период непризнанный, Гагаузская республика перечисляла 1% от валового оборота. Тем более есть пример уже. И это позволяло СМИ существовать. Потому что ту же газету «Хабеляр» я должен был как-то печатать. Та же «Вести Гагаузии», покойный Дмитрий Владимирович Маринов, помните его прекрасно, Да. должен был как-то ее выпускать. Нужно было на что-то покупать бумагу, нужно на что-то было как-то ее печатать, привозить, увозить. Я считаю, что только законодатели сегодня законным путем должны создать этот фонд. Тем более у нас есть свой закон о телевидении и радио, Вот. который нужно чуть-чуть доработать, внести какие-то предложения. Мы забываем об одном простом элементе. Статья 12 закона о особом правовом статусе. Народное собрание Гагаузии имеет право на принятие местных законов, в том числе и касающиеся коммуникаций, СМИ и коммуникаций. Конечно, с электронными СМИ тяжелее, потому что там возникают республиканские структуры. Надо получить частоту, надо получить какую-то лицензию. А вот с остальными местными региональными СМИ, которые не требуют регистрации в республике, я считаю, что проще. Это сегодня наше гагаузское общество, наш гагаузский парламент должен дозреть до мысли, что нельзя держать СМИ на поводке, нельзя держать СМИ в наморднике, а тем более отодвигать от него миску, чтобы он гавкал только тогда, когда ему дадут копеечку или подкинут косточку. Сегодня и вы, и тот же Первый народный, и кто у нас там еще? Сюда же можно включить и сайты по Гагаузии, потому и что сайты, о них еще не вот. разработаны законы. А их вообще, они существуют как бы на полулегальных отношениях. Вот. В том числе Гагаузия в этом отношении и может быть опять другие. Каждый, у нас сегодня в селах есть 8 телевидений, местных, локальных СМИ. Кыпчак ТВ, Бешгерс ТВ, Бешалма ТВ, Кабельное телевидение. кабельное телевидение. Вот почему я, например, в том же своем родном селе в Кирсово не могу создать Башкир ТВ, где рассказывают только о проблемах села, иногда упоминая о проблемах Камрадского района, иногда о Гагаузии, о Молдове и о мире. Что там в Индонезии случилось. Если будет возможность получить из этого фонда Если на я ваш получу, проект, да, если я почему бы получу нет? возможность. Поэтому я считаю, что нужно тут всем миром собраться, отбросить партийные эмоции, вспомнить, что Гагаузия у нас одна, жителей у нас других нет.
И мы народ И не они поменяем. имеют право знать И они все, что имеют происходит не у нас только в Грузии. ту лубочную картинку, вот тебе нарисовали. Вот я опять же поддержу высказывание Василия Савича относительно того, что журналисты и средства массовой информации это тоже ведь члены нашего общества. Ну, конечно. Значит, и какое общество, такие его члены. Поэтому, знаете, я всегда полагал, что журналисты это более продвинутые люди. Это передовой отряд. Конечно. У них анализ должен присутствовать. Да. Все правильно. аналитический ум. Так и в этом смысле, понимаете, мне как-то немножечко не по себе, что вот это вот продвинутые люди, скажем так, разведчики нашего общества, не так хорошо думают, как надо было бы. Потому что эти разведчики, эти люди, активный слой нашего населения, должны были понимать о том, что ждать милости от кого-либо – это неправильно. Надо воспитывать свое общество, чтобы это общество, значит, видя о том, что этому обществу необходимы независимые СМИ, необходимо, чтобы СМИ было как можно больше, надавят на своих избранников, на тех же депутатов, на того же Башка, на того же Примара, на тех же советников. И эти представители народа придут в народное собрание, придут к Башкану и скажут: слушайте, наши избиратели требуют, чтобы было вот так. И куда тогда денется наш Башкан? Да никуда. Да просто не поедет в одну поездку, где потратила несколько миллионов, и эти миллионы даст СМИ. Всего-то навсего. Все очень просто. Но из-за того, что вы это общество не воспитываете, это общество до сих пор считает, что Башкан это первое после Аллаха. Но на самом деле кто такая Башкан? Башкан – Слуга народа. слуга народа. Да, но почему же наши слуги живут лучше, чем мы? Разве не мы? Их хозяева. Да, разве не мы виноваты, а? Скажите, пожалуйста, если на предприятии хозяин предприятия ходит в лаптях, весь грязный, оборванный, а его работники живут вольготно, исключительно, и благо бы работали, но еще и не работают, и хуже того, еще и тратят то, что они получили, скажите, пожалуйста, не дурак ли тот хозяин? Красиво переплели, Иван Алексеевич. Елизавета, я, поскольку биолог по своему образованию, вы помните все прекрасно Мичурина. Ну да. Так вот он сказал одну фразу: мы не должны ждать милости от природы. Наша задача взять их себе. Конечно. Так вот сегодня Иван Алексеевич, он, как вы говорите, лихо закрутил, но привел к тому, что сегодня мы не должны ждать милости ни от кого. Я имею в виду журналистов, я имею в виду здоровую часть гагаузского общества. Мы сегодня должны не в виде протестов, не в виде митингов потребовать от власти: мы за свободные СМИ. Пусть общественная компания остается общественной компанией, она в равной доле принадлежит своему народу, но помимо общественной компании, чтобы нам не показывали пейзажи и мультики, и передачи иностранных государств, я не буду говорить какого, дабы не обидеть никого, потому что по 10 часов передачи на чужом языке непонятном, но большинство населения, ну извините, а где же, как вы говорите, собственный контент? Что у нас нет собственного контента? И мы должны перестать, наконец-то, журналисты должны приносить, как и врачи, как и судьи, должны приносить некую клятву. Первая клятва журналиста – это должна быть не навреди, потому что больше всего может навредить человек. Ну, знаете, когда хирург сделал неправильную операцию, может всегда на подмену прийти его коллега, если нет летального исхода, исправить, и сделать другую операцию, и человек станет на ноги.
Но когда однажды написано пером, топором, как говорится, не вырубишь. И вот сегодня мы должны давать клятву, что мы работаем, мы пишем, пока можем, мы пишем во имя Гагаузии и для Гагаузии, и для ее народа. Если этого не будет, то сменится нынешняя власть, придет другая власть, и опять будет карманные СМИ, и опять будет намордник, и опять будет далеко отодвинутая миска, до которой даже задней лапой дотянуться нельзя будет. И ситуация в большинстве не изменится, поверьте мне. Но вы очень хорошо подытожили сегодня нашу передачу, сказав о том, что СМИ должно воспитывать людей. А для того, чтобы воспитывать, надо, чтобы государство или власти наши помогали финансово, чтобы журналисты не думали, как добывать сегодня. Его задача творить прежде всего. Друзья мои, вот вы опять подходите не с той стороны к решению данного вопроса. Я ваши слова повторила всего лишь. Вы подходите не с той стороны для решения вопроса. Поймите, вас никто не будет уважать, если вы не будете уважать сами себя. Вспомните, наконец-то, что вы все-таки власть. Пусть даже четвертая, но все-таки власть. Вспомните, что вы власть. А власть должна делать только лишь одно. Требовать. Требовать то, что ему положено, и давать то, что она обязана дать. Вот и тогда будет все нормально. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню, что говорили мы о региональных СМИ и о возможности их развития у нас в Гагаузии. Передачу провела Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.